Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 6 июля. Посмотрим, что ждет нас в этот день. То, что нам помогать будет, то, что будет мешать. 3 карты на отношения. Так. 3 карты на работу. Бежала. И 2 карты на финансы. Так. Посмотрим, что же будет у нас сегодня. 8 жезлов. Карта говорит о том, что очень день энергичный. День, когда нам все удается. День, когда нам настолько легко жить, что мы даже не замечаем, как бы день заканчивается, да, то есть настолько само собой все происходит, настолько нам приятно, нас уважают, нас ценят, какие-то наши идеи оказываются очень полезными, да, допустим, другим людям или нам самим. В общем, действительно, карта очень удачная и успешная. Кроме того, здесь, скорее всего, результат того, что мы уже сделали раньше. То есть мы уже заложили какие-то основы, процесс запустили, да, что-то наладили, настроили. И вот сейчас мы получаем результаты. 8 жезлов у нас карта, которая связана и с деятельностью, в том числе не только с отношениями, да. И в принципе у нас и в деятельности может быть какое-то продвижение, расширение каких-то наших возможностей. А также, может быть, мы какие-то цели свои сегодня осуществляем с помощью других людей. Может быть, мы сегодня куда-то должны поехать. Может быть, мы должны сегодня какие-то бумаги заполнить, подписать какие-то договоры. Может быть, мы сегодня покупаем какую-то технику. И вот нам удача во всем способствует абсолютно. Но очень важно сегодня иметь настрой соответствующий, да, настрой на удачу, верить в себя, верить в то, что мы делаем. Это очень важно. Если же у нас вопросы образования стоят, да, каких-то экзаменов, зачетов, очень удачный день для того, чтобы и как преподаватель действовать, да, и как студент-ученик. Тоже все здесь, в принципе, очень успешно происходит. Что еще важно? Сегодня может быть покупка каких-то вещей очень важных, нужных, статусных или просто крупных вещей. Сегодня мы можем покупать, может быть, иностранную валюту или продавать иностранную валюту. Самое главное, что здесь с выгодой для нас вот что-то происходит такое. Также карта говорит о том, что может удачное быть время для рекламы. Вот если вы занимаетесь рекламой или себя хотите рекламировать, то вот замечательно, просто время для этого. Решать юридические вопросы, вопросы, связанные с юридическим бизнесом, с судами. Очень вот хороший день для этого. Если вы собираетесь поехать куда-то далеко, ну, может быть, даже для кого-то за граница будет открыта вот именно в этот день, да, вот всяко может быть, ну, либо просто дальние поездки какие-то. Если вы хотите учиться, да, вебинары, семинары, очень тоже удачно начинать именно вот в этот день. Или, может быть, вы хотите свое запустить какое-то дело по образованию, да, преподавать. Тоже, может быть, какие-то семинары, допустим, вебинары, тоже очень хорошо сегодня будет. Также карта говорит о том, что удачно привлекать к своим делам близкий круг соседей. Может быть, если нужно куда-то там быстро съездить, допустим, для того, чтобы решить свои дела, тоже нужно не упускать эту возможность, потому что действительно сегодня хороший день для этого. Может быть, сегодня придет какая-то новая мысль, идея, которая в дальнейшем вам, вот посмотрите, рядом еще тем более такая карта у нас, мага, да, которая в дальнейшем поможет как-то обновить свою жизнь, начать что-то заново, да. Что будет помогать? Карта маг старшего аркана говорит о том, что
будет помогать инициатива, будет помогать, если мы будем за все отвечать сами, да, не перекладывать ответственность на кого-то другого. Будет помогать, если мы добавим к своему опыту профессиональному еще какое-то дополнительное обучение, образование. В общем, в принципе, все, что будет в голову приходить, какие-то мысли, идеи, вот их нужно начинать сразу реализовывать, это будет очень успешно. Что будет мешать? Здесь у нас туз жезлов выпадает, то есть мешать будут какие-то поспешные, необдуманные действия, либо желание, что придет все само собой, да, вот, или кто-то придет и сделает, то есть вот это будет мешать. В отношениях у нас, для тех, кто в поиске партнера, у нас выпадает рыцарь мечей. Карта говорит о том, что вы вполне сегодня можете познакомиться в пути, в дороге, да, вы можете познакомиться на обучении, вы можете познакомиться просто общаясь с кем-то по делам, может быть, в общем, переписка какая-то, звонки, это все возможно. Но опять же, смотрите, здесь инициатива должна от вас исходить. И здесь вот для того, чтобы произвести впечатление, тут самое важное вот выглядеть человеком интеллектуальным, да, с которым интересно разговаривать, с которым хочется как бы время проводить. Для тех, у кого уже есть пара, выпадает у нас дама чаш. Карта говорит о том, что могут быть очень такие приятные минуты в вашем общении. Вы можете открыть душу, да, может быть, что-то долго не могли решить, и вот сегодня сможете об этом сказать. Или, может быть, помириться сможете. Также карта это располагает к сексуальным отношениям. Допустим, у вас может быть такое вот, ну, как бы страстное время в отношениях. Кроме того, здесь может быть и как-то не критика, а вот, как бы это лучше сказать, в общем, что-то в ваших отношениях не нравится вам или вашему партнеру, и вы можете об этом сегодня очень тактично и дипломатично сказать, и это будет понято правильно. Это можно будет как-то наладить, исправить и так далее. И также карта чужих денег. Может быть, ваш партнер, допустим, приносит деньги в семью, да, или в пару вашу. Или, может быть, деньги приходят от каких-то других людей к вам. Но в любом случае здесь вот именно чужие деньги как-то могут быть важными, да, в этот день. Какие-то вопросы по этому поводу. Давайте глянем, что тут касается чужих денег. Но, скорее всего, кто-то может вам выделить какую-то часть как подарок, да, или, может быть, вы раньше договаривались о чем-то. Может быть, это по работе какая-то там премия, допустим, да, или какая-то часть оплаты. А теперь для тех, кто в ссоре, выпадает у нас король мечей. Это карта холодная, то есть если вы сами очень эмоциональный человек, то карта советует вам действовать как-то спокойно, да, уравновешенно. Если же ваш партнер настроен как-то холодно, да, то вот вряд ли вы сегодня его, ну, как бы направите, ну, как-то перестроите его настроение, вряд ли, да. То есть лучше сегодня, конечно, не, как сказать, ну, в общем, можно попробовать помириться, но не факт, что это получится. То есть, может быть, это получится, но не сегодня, да. Попробовать можно, но при первых признаках холодности со стороны вашего партнера лучше прекращать разговор и переносить это на другое время. Для работы. Те, кто в поиске работы, выпадает паж пентаклей, а это значит, вы вполне можете здесь найти работу. Может быть, она для вас не совсем известная, может быть, она новая для вас, может быть, это будет помощник какой-то, да. Но вы проявите себя здесь очень хорошо, вы можете со временем стать мастером, да, вот стать профессионалом своего дела, и здесь есть возможность для роста дальнейшего профессионального, для руководящих каких-то должностей даже со временем, и в денежном плане тоже это может быть хороший вариант. То есть здесь тоже будет расти постепенно оплата. Хорошая возможность для трудоустройства.
Но только не нужно начинать с каких-то верхов. Лучше вот сразу снизу, да, и подниматься потом. Если, допустим, вы ищете какую-то руководящую должность, а вам предлагают более низкую, соглашайтесь, потому что вы потом подниметесь. А для тех, у кого есть сейчас работа, здесь тоже паж, но только жезлов. То есть вы захотите себя сегодня проявить как-то с самой лучшей стороны, да, может быть, будет командировка какая-то для вас, или, может быть, просто очень много дел нужно будет успеть сделать. Также карта говорит о том, что вы можете какую-то новую идею начать применять, или, может быть, какой-то проект в новой сфере вам дадут выполнять. Вот знаете, такое ощущение, что вам придется какую-то силу воли прилагать, либо уверенность в себе вам нужна будет сегодня для того, чтобы вот этот день хорошенечко прожить, да. Активность какая-то нужна, может быть, конкуренты какие-то будут, но они будут довольно-таки слабые, но в то же время вас будет это стимулировать. Что еще здесь важно? Может быть, нужно быть осторожней, как бы не говорить, ну, не горячиться, да, не говорить тех слов, о которых потом можно будет пожалеть. Так, что еще у нас здесь для тех, кто своим делом занят, у кого бизнес, здесь выпадает король жезлов, карта расширения, улучшения, карта довольства тем, что происходит, и просто удачи, какие-то сделки могут хорошие совершаться. В общем, эта карта, конечно, очень хорошо соответствует с основной картой дня, то есть больше всех будет, наверное, вести сегодня как раз тем, у кого свое дело, кто своим делом занят. И здесь любые вопросы решаются, все в ваших руках, вот настолько удачный день может быть для вас. Даже вы можете какого-то нового партнера, нового клиента хорошего найти, какие-то новые заключить контракты и так далее. Для финансов, те, кто на зарплате, по 8 мечей, вы, скорее всего, не будете довольны тем, что у вас в деньгах происходит, либо вы привязаны к какому-то числу оплаты, допустим, вам сейчас нужны деньги, да, а оплата там через какое-то время. Или у вас просто неудовлетворение тем, сколько вы зарабатываете. Но в любом случае у вас здесь какие-то трудности с деньгами, да. А также, знаете, может быть, даже кто-то из вас захочет вообще поменять работу из-за того, что вот слишком много обязанностей, да, а оплата, допустим, маленькая. То есть могут мысли такие появиться. Давайте посмотрим, хорошо это или плохо, надо ли это. Нет, пока что не время вам менять работу. Пока что лучше оставаться на месте. Для тех, кто своим делом зарабатывает, 10 чаш говорит о том, что исполняются тут все ваши желания. То есть вы действительно либо деньги свои направляете на то, что вам очень нравится, делает вас счастливыми, да, на исполнение своих каких-то важных желаний, может быть, даже желания семьи вашей, да, либо вы просто очень так легко и приятно зарабатываете вот свои деньги. Посмотрим, чем закончится день. 10 мечей. Замечательная карта для окончания дня, так как она и показывает нам успешное окончание, когда мы собираем урожай, скажем так, да, накосили денег, сделали все, что могли в отношениях. В общем, знаете, с таким вот чувством удовлетворения мы заканчиваем день. Мы сделали все, что могли, и можем расслабиться. Мы этим довольны. Посмотрите, карта такая яркая, радужная, мечи какие-то уже в землю воткнуты, да, какие-то лежат. То есть как бы основную часть деятельности мы завершили, да, и вот в следующий период мы возьмем что-то еще из того, что было сегодня, да, но в то же время вот мы очень удовлетворенными себя здесь чувствуем. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.